И прямо сейчас у нас будет возможность, да, друзья, давайте сразу же пообщаемся с нашим уважаемым гостем. Пожалуйста, давайте выведем Рубена Меграбяна, армянского политолога, потому что зачем идти по сценарию, когда у нас эксклюзивные гости, эксклюзивная тема. Рубен, спасибо громадное, что нашли время, я очень рад вас приветствовать. Вам спасибо, приветствую Украину, слава Украине, спасибо за приглашение. Героям слава. И вы знаете, хочу сказать, мне кажется, сейчас самое время слава Армении, потому что, вот как пишет западная пресса, выборы в Армении стали ударом для Путина, но он может наказать Пашиняна. Это не мое мнение, это мнение издания The Economist. Скажите, пожалуйста, Рубен, согласны вообще с такой формулировкой или нет? Ну, когда мы говорим о выборах в демократической стране, то фамилия лидера ассоциируется именно со страной, потому что он получил мандат от большинства избирателей. Уж таковы демократические процедуры и такова политическая логика. Поэтому, да, Путин будет наказывать армию. По заявлениям Пескова и Марии Захаровой и на фоне отсутствия поздравления со стороны Путина, что является, в общем-то, ну, давайте назовем вещи своими именами, да, грубейшим нарушением политеса. Вот как-никак, но формально по документам Армения остается в этих интеграционных, так сказать, объединениях, и можно было бы так формально, так через Твиттер, например, поздравить, да, но этого нет. Даже это сочли слишком. Поэтому у нас есть убежденность в том, что Россия не намерена отстать от нас, она будет ну так, самой назойливой, навязчивой, липкой форме требовать от Армении отказываться от евроинтеграции, отказываться от того, чтобы страну реформировать, трансформировать, модернизировать именно в европейском ключе. Почему? Потому что в России ненавидят всех, кто живет лучше них. Это мы там увидим и в быту, это увидим и на политическом уровне. Ну уж такова социально-политическая культура в этой стране. Что ж, мы готовы к этому вызову, и все эти их потуги нас не впечатляют и не будут впечатлять. Мы будем двигаться своим путем, который мы наметили, и с этого пути нас не сдвинуть и нас не остановить, что бы там ни говорили. Я вас услышал, Роберт. Знаете, меня вот поражает и подтверждает ваши слова, как российская пропаганда подавала эти выборы, это волеизъявление армянского народа. Они там пишут, что это были самые скандальные выборы, самые нечестные и так далее. У меня только один вопрос, вы меня, конечно, простите, но вот кто бы говорил про честные выборы? Ну, вот просто так, знаете, как там Путин говорил, ну, как вообще можно такое говорить, когда в самой России 26 лет вообще-то честных выборов не было? Ну, согласитесь, как минимум это показательно, и не то чтобы странно, ожидаемо, но при этом очень символично, мне кажется. Ну, знаете, как весь демократический мир, свободный мир поздравил Армению с проведением именно демократических выборов. И только видные демократы Мария Захарова и Дмитрий Песков усмотрели грубейшие нарушения, как говорится, держитесь, демократических процедур. Ну, это такой оксюморон, что, ну, ни в какие ворота.
И вообще, это ну, полнейший цинизм, когда режим, выродившийся фашистский, начинает рассуждать о качестве демократических процедур то там, то где-то в другом месте. Как говорится, в зеркало посмотрите, и не вам, нам указывать вообще, что такое демократия. Ребята, скажите, пожалуйста, конкретно сейчас, вот какие задачи стоят перед Николой Пашиняна, ну, точнее, даже если абстрагироваться от Российской Федерации, от влияния России, вопрос с Нагорным Карабахом, взаимоотношения с Азербайджаном, насколько это сложный, мы понимаем, что это очень сложный, чувствительный вопрос для Армении. Что вот сейчас, после встречи в Белом доме в прошлом году, имею в виду, между Пашиняном и Алиевым в присутствии Трампа, насколько эта тема сейчас чувствительна для армянского народа и насколько она сейчас не то чтобы даже важна, это неправильное слово, насколько она сейчас будет влиять на дальнейшую судьбу Николы Пашиняна? Это действительно чувствительный и тяжелый вопрос, потому что то, что произошло, это трагедия. Причем архитектором этой трагедии является именно Россия. Да. В настоящее время в отношениях между Арменией и Азербайджаном и согласно вот уже парафированному мирному договору между Арменией и Азербайджаном вопроса Нагорного Карабаха нет. Но у Армении есть вопрос обеспечения карабахских армян в Армении прежде всего жильем и их ресоциализацией в обществе Республики Армения. Это очень важный вопрос. Они наши соотечественники, и они будут жить в Армении. Касательно Азербайджана, да, мы будем делать все, чтобы как можно было раньше уже парафированный мирный договор подписать, нормализовать наши отношения и стать вместе со странами нашего региона, Грузией и Азербайджаном, связующими частями вот этого срединного коридора, который является, в общем-то, межконтинентальным, международным проектом. И это и есть база трансформации интересов и Армении, и Азербайджана, который и, в общем-то, дал старт этому мирному процессу. И да, это делается благодаря тем усилиям, которые предпринимает в том числе и администрация Соединенных Штатов. И это не идея лично Трампа просто, да, это на институциональном уровне принятое решение при полном двухпартийном консенсусе в Соединенных Штатах. И такая позиция Соединенных Штатов сохранится независимо от внутриполитической конъюнктуры или вне зависимости от того, кто будет заседать в Белом доме или в каком соотношении будут партии в Конгрессе Соединенных Штатов сейчас или, допустим, после промежуточных выборов, которые предстоят в ноябре. Это решение уже оформлено на институциональном уровне, и между Арменией и Соединенными Штатами уровень отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, которое охватывает все сферы, и безопасность, и оборону, и военно-техническое сотрудничество, и технологическое сотрудничество. Армения вошла в эксклюзивный клуб стран, которым открыт доступ. Это единичные страны, которым открыт полный доступ к американским новейшим технологиям в области
микроэлектроники, полупроводников, искусственного интеллекта. В Армении интенсивными темпами строятся и будут дальше строиться фабрики вот, базы данных, фабрики искусственного интеллекта. Это делает NVIDIA и компания Firebird. Работаем и будем работать и модернизировать экономику Армении. И, кстати, вы спрашиваете вот первоочередные вопросы. Первоочередным вопросом сейчас является преодоление того товарного эмбарго, которое Вот. наложила Россия на весь Да, армянский да, экспорт. да. И вот только что перед беседой с вами поступила информация о том, что Польша открыла свои рынки и армянские абрикосы в фурах поедут в Польшу, и логистические вопросы тоже решены. Эти пилотные проекты, например, розы в Украину и Латвию, абрикосы в Польшу и так далее. Все в Канаде, в Соединенном Королевстве. Да, мы преодолеем это эмбарго со стороны России, они будут хлебать свою перловку из путинской калоши, сколько им вздумается. А абрикосы будут есть цивилизованные люди. Это Вот так. вы знаете, я совершенно вообще прекрасно понял, что вы имеете в виду. И, ну, во-первых, подписываюсь под каждое слово, и так действительно будет. Робер, у меня еще такой вопрос. Смотрите, вот опять-таки, готовясь к беседе с вами, наткнулся на интересную цитату от Нарека Карапетяна. Это член политсовета оппозиционного блока «Сильная Да. Армения», который получил на выборах второе место. И вот он сказал, что Пашинян не получил той победы, которую хотел. Вот как вам кажется, что он вкладывает в эти слова, и немножко более детальнее? Можете рассказать про личность Нарека Карапетяна? Что он из себя представляет? Он племянник Самвела Карапетяна, без политического прошлого. Сейчас он на первых ролях, потому что его дядя не может претендовать на какой-либо политический пост, потому что армянская конституция запрещает лицам с двойным гражданством претендовать на выборные должности. А у него гражданство не только Армении, но и России, и еще Кипра. Поэтому это закрывает ему путь. Но, скажем так, в семейной логике вот племянник вышел на первые роли. А его отец, вот брат Самвела Карапетяна, занимал высокие должности в администрации и Роберта Коджаряна, и Сержа Сарксяна. Но то, что он говорит о том, что Пашинян не добился, да, Пашинян объявлял цель еще до начала предвыборной агитации, что ставит задачу получения конституционного большинства, то есть 2/3. Ну, или, иначе говоря, супербольшинства. Да, этого не получилось, но сейчас он может единолично сформировать правительство, и для этого есть простое большинство в парламенте. Как вот стало известно, по результатам голосования с использованием формулы Донта партия Пашиняна возьмет 64 места из 105. А этого более чем достаточно для формирования правительства. Более того, это 3/5 голосов. Есть еще и вот такая норма у нас. Это необходимо для назначения судей, генпрокурора и ряда других важных должностных лиц в системе государственного управления. Для этого тоже есть. Но вот 2/3, да, нет. Ну, если это для Нарека Карапетяна является утешением, ну что ж, нам остается это принять к свете, не более того.
Рубен, знаете, о чем еще хотел с вами поговорить? Так сказать, жизненный вопрос, и давно меня интересовал. Смотрите, ну, прямо скажем, Никол Пашинян вызывает ощущение такого политика, как его иногда называют, такой новой формации. Ну, во-первых, он реально без преувеличения, без доли иронии. Звезда ТикТока. Он там ролики снимает, харизматичный, выглядит уверенно, красиво, интересно говорит. Там я уже молчу о том, что Путину может сказать в Кремле все, что думает про демократию в России и так далее, и много чего другое. Вот как вам кажется, вот эта медийная составляющая, назовем так, образа Никола Пашиняна, это просто ну, такая политтехнология, которая удачно работает? Или на самом деле Никол Пашинян вот такой вот человек и своей вот этой, скажем так, искренностью, подачей и так далее, он в хорошем смысле, подчеркиваю, в хорошем смысле этого слова, и подкупает своих избирателей? Что можете сказать о нем именно как о человеке, а не как политике? Э, Ну, я лично знаю его, как бы, Да. и могу сказать, что, скорее всего, вот эта вторая версия. Тут нет технологий. Просто Мгм. современная политика, она тесно сопряжена с телекоммуникациями и вот, информационной средой. И человек, который имеет определенные политические идеи и хочет их сделать достоянием общества, должен иметь это в виду и адаптироваться к этим средам, да, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Я, как вот участник предвыборной кампании, наша партия, конечно, получила очень мало голосов, партия «За республику», мы не прошли барьер. Но могу сказать следующее. То, что 5 лет назад считалось в порядке вещей, сейчас просто становится невозможным. Люди сейчас все спешат, все заняты и все в телефонах. Поэтому, когда вот затевается непосредственный контакт, это вносит определенный дискомфорт такому среднестатистическому обывателю. Поэтому очень важно быть в этой информационно-телекоммуникационной среде. И сейчас вот интернет-площадки, они стали очень важными для донесения своих политических подходов и идей до гражданина своей страны. И вообще других граждан тоже. Действительно так. Ну и напоследок, Поэтому, Рубен, у меня один да, единственный вопрос остался, но для да, нас пожалуйста. очень важен. Вот отношения между Арменией и Украиной. Вот теперь они выйдут на еще более позитивный новый уровень. Напомню, что президент Зеленский Пашиняна поздравил с его заслуженной победой. Вообще, какие перспективы у политических отношений между официальным Киевом и официальным Ереваном? Да, президент Зеленский не только Да, поздравил, но еще и призвал Европейский Союз учитывать контекст этих выборов и принимать оперативные меры, да. чтобы содействовать Армении преодолеть вот это эмбарго со стороны России. И это очень ценно для нас. Это было услышано обществом Армении. Во-вторых, председатель Верховной Рады Стефанчук позвонил председателю Национального собрания Армении, это, причем одним из первых, если не ошибаюсь, еще раньше, чем Зеленский поздравил. Так вот, мы в силу того, что между Арменией и Украиной вырисовывается и общий интерес, общие цели и общие ценности, это предзнаменование того, что есть обширная повестка, нереализованная между нашими странами, и это нужно притворять в жизнь. Кроме того, в этих условиях мы понимаем, что из всего импорта в Армению тех очень важных товарных групп, которые мы раньше брали в России, ну, например, та же пшеница, например, то нам ничего не мешает делать то же самое из Украины. Почему бы и нет?
И второй момент касательно армянского экспорта. Мы страна небольшая, а Украина страна большая. И реализовать нашу продукцию в Украине, это, наверное, 80% Украины и не заметит, что какая-то партия из Армении пришла, там была реализована. То есть да, здесь широкое поле для экономического сотрудничества, политического сотрудничества и еще координации, политической координации именно по повестке евроинтеграции. Мы понимаем, у нас общие партнеры, у нас и общие недоброжелатели, и у нас очень много общего. Мы, в принципе, хоть и находимся на определенном расстоянии друг от друга, но, в общем-то, мы народы одной судьбы. И из этого нужно исходить. И я уверен, что из этого мы исходить наши страны обязательно и будут. Рубен, спасибо вам большое, мне было очень интересно, очень приятно с вами пообщаться. Я надеюсь, что в ближайшее время сможем поговорить вновь. Рубен Магромян присоединялся к нашему эфиру. До встречи. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир. И что важно отметить? Хочу сказать, что на самом деле вот выборы в Армении, которые произошли, вот эта победа Николы Пашиняна, она гораздо более значимая, чем кажется на первый взгляд. Понятное дело, что все эти бредни путинской пропаганды про нечестность выборов и так далее, это курам насмех, точнее кремлевским маньякам насмех. А вот что означает на самом деле победа Николы Пашиняна? Давайте обновим в памяти то, что произошло накануне, как прошли выборы, что сказал Пашинян и как отреагировали в Кремле. Именно об этом наш следующий сюжет. Армения подвела итоги парламентских выборов, и главный результат уже очевиден. Никол Пашинян не просто сохранил власть, он получил новый убедительный мандат на управление страной. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, партия премьер-министра «Гражданский договор» набирает практически 50% голосов, а благодаря особенностям армянской избирательной системы это обеспечивает ей уверенное большинство в парламенте – около 58 мест из 101. Этого достаточно для самостоятельного формирования правительства. Уже в ночь после голосования Пашинян объявил о победе. На втором месте оказался блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна. Далее партия бывшего президента Роберта Кочаряна и «Процветающая Армения». Но ни одна из оппозиционных сил не смогла даже приблизиться к результату действующего премьера. И это, пожалуй, главный политический парадокс нынешних выборов. Еще недавно казалось, что после потери Нагорного Карабаха политическое будущее Пашиняна предрешено. Именно его оппоненты возлагали на него ответственность за крах армянской стратегии в регионе и крупнейшее внешнеполитическое поражение страны за последнее десятилетие. За время кампании премьеру удалось построить крайне эффективную политическую формулу. Он фактически свел выбор не к противостоянию партий и программ, а к выбору между войной и миром. Пашинян убеждал граждан, попытки реванша и возврата к прежней политике могут привести Армению к новой катастрофе. Его противники говорили о необходимости восстановления национального достоинства и пересмотра нынешнего курса. Большинство избирателей предпочло стабильность и отказ от новых конфликтов. Но последствия этих выборов выходят далеко за пределы армянской внутренней политики. Победа Пашиняна стала серьезным поражением для Москвы. На протяжении многих лет Россия оставалась главным военно-политическим союзником Армении и фактически гарантом ее безопасности. Однако после Карабахского кризиса эта модель начала стремительно разрушаться. В армянском обществе усилилось разочарование ролью Кремля, который, по мнению многих жителей страны, не предотвратил потерю Карабаха. На этих выборах пророссийские силы рассчитывали воспользоваться этим кризисом и вернуть себе влияние. Однако добиться главной цели – смены власти – им не удалось. Для Кремля это уже очередная неудача на выборах в странах, где Москва традиционно рассчитывала на сильные позиции. Эксперты говорят о четвертом подряд серьезном поражении российской политической машины за рубежом и отмечают, что открытая пророссийская ориентация все чаще перестает приносить политикам электоральные дивиденды. В самой Армении это голосование многие уже называют выбором нового курса на постепенное освобождение от прежней зависимости и поиск новой системы безопасности. По сути, армянские избиратели сделали выбор не только между политиками, они сделали выбор между прошлым и будущим. Итог этих выборов можно сформулировать одной фразой. Никол Пашинян одержал одну из самых важных побед в своей карьере.
А Россия потерпела, возможно, самое болезненное политическое поражение в Армении за весь постсоветский период. Это факт. Действительно, это было очень болезненное поражение преступной путинской России. Друзья, это был проект «В прицеле». Подписывайтесь на Униан, чтобы знать правду. С вами был Владимир Тимошенко, и скоро обязательно увидимся вновь.